Новости разбирают и анализируют журналисты и редакторы уфимских СМИ. Здравствуйте, в эфире «Эхо Москвы» в Уфе. У микрофона Елена Черкова. Это программа «Редколлегия». И у нас в гостях сегодня заместитель главного редактора газеты «Коммерсант» Булат Баширов. Булат, привет. Добрый день всем. Мы еще очень ждем Равиля Ватолина, шеф-редактора РБК Уфа, но у него, к сожалению, вот буквально перед эфиром нарисовалось совещание, и я очень надеюсь, что Равиль успеет. Если не успеет, то будем таким дуэтом сегодня, может быть, даже что-нибудь споем. Что нам? Кто нам запретит? Пятница? Кто нам разрешит? Хорошо пошло. Начнем с топ-3 по посещалке на этой неделе. У нас у наших коллег. Потом обсудим события, заголовки, цитаты. Все, что было важного, нужного и интересного на этой неделе. И начнем с топов-3. Я, наверное, все-таки зачитаю парочку того, что в топы вошло у наших коллег. Вот, например, у Медиакорсети на первом месте новость под таким заголовком. Глава Башкирии внес послабление в указ о повышенной готовности. На втором месте материал со ссылкой на РИА Новости. Сбежавшие из РКБ сотрудники оказались врачами. Это вообще, конечно, невероятная история с этим побегом. Там то ли врачи, то ли пациенты, то ли все вместе, то они сбежали, то их нашли. Там целый триллер, да. И третье место Медиакорсеть. Карине Хабирова рассказала о тронувшем ее объявлении в Башкирии. Знаешь, что там было? Нет. Там было про помощь пенсионерам. В домах иногда вешают, знаешь, там соседи, типа, ребята, если вам нужна какая-то помощь, да, там продукты или что-то такое, вот, можете позвонить или обратиться ко мне. И вот ее это очень тронуло. У коллег наших с ПРОУФУ на первом месте в Башкирии изменили режим повышенной готовности. На втором в Башкирии количество зараженных COVID-19 приблизилось к 400. И в третье место главврач РКБ имени Куатова Сыртланова уходит на самоизоляцию. Ну, не только она, в общем-то, но и все другие медики и пациенты, которые в РКБ находились все это время. На нашем сайте первое место. В Уфе сильно снизился индекс самоизоляции. Второе место. Ради Хабиров разрешил жителям Башкирии ходить в магазины за детской одеждой и ружьями. Знаешь, в детском мире идешь, там отдел пеленок, отдел ружей. Третье место. Новость со ссылкой на Минздрав Республики. Нулевой пациент с коронавирусной инфекцией поступил в РКБ имени Куатова в феврале. Что у «Коммерсанта», Булат? У «Коммерсанта» на первом месте новость о том, что в Кабмине Башкирии разъяснили порядок поездок на работу. На втором месте статья под названием, под заголовком «Протокол пошел на обнуление». Там идет речь о том, что районный суд Ленинский отменил постановление о привлечении к административной ответственности уфимца, вышедшего перепарковать автомобиль. Угу. И на третьем месте бизнесовая новость. Долю Дамира Камилова в Индюшкине выкупила московская компания. Угу. Индюшкин заработает теперь как раньше, все будет нормально у него. Мы надеемся. Да. Ну, кстати, вот это действительно же событие этой недели по поводу отмены штрафа, потому что когда его назначили, это было очень громким таким событием. Это был первый штраф в России за нарушение самоизоляции, причем на довольно большую сумму, на 15 тысяч рублей. И очень много было разговоров. И что необычно в этой истории, прокуратура решила, что так нельзя. И прокуратура ходатайствовала как раз об изменении этого штрафа. И теперь первый штраф отменен наконец-то, но это совершенно, конечно, не говорит о том, что больше таких историй не станет, не будет, и не будут никого штрафовать за вот эти вот самоизоляцию. Кстати, на «Коммерсанте» сегодня я обратила внимание, почему всю эту неделю не смотрела. Сбоку, где голосования висят на сайте, совершенно потрясающая формулировка голосования. А как вы нарушаете режим самоизоляции? И там просто такой гигантский перечень. Я понимаю, что это федеральная, конечно, голосовалка, не местная, но все равно прекрасно. И там перечень такой, типа, я гуляю с собакой дальше, чем там на 100 метров от дома, или там я хожу в дальнюю аптеку и на дальнюю помойку выношу мусор. Ну, еще там много-много вариантов, очень круто. Так, ну что, нет у нас пока Равиля, так что я думаю, мы можем переходить уже к событиям. Мы с тобой до эфира пытались как-то скоординироваться и поняли, что, наверное, очень важным событием, которое на этой неделе произошло, можно назвать очередное выступление мэра Сибая. Прекрасный человек, я напомню, орденоносец, орден Салавата Юлаева у него на груди висит после очень... Да, наверное, вот нам Никита подсказывает, что, возможно, скоро появится второй орден. Вообще, надо, кажется, всем дать ордена уже. Чё мелочаться-то? Всем ты кого имеешь в виду? Да всем.
всем, каждому мэру каждого города, каждому члену правительства республики, каждому депутату Курултая. Орденов много не бывает. Знаешь, зато все будут красивые ходить, с красивыми вот этими вот орденами на лацкане пиджака. Рустем Авзалов, тот самый человек, который... Когда это было? В прошлом году? Обзывал людей экскрементами и еще там непонятно какими-то словами. Прошлый год это был, да, прошлый. Нет ощущения, что, может быть, и в начале нет? Не-не-не, это был прошлый год, до Нового года. Тот самый мэр Сибая, который очень успешно, очень здорово решает проблему тлеющего карьера и решал, и, видимо, продолжает это делать, сказал жителям своего города, что они сами виноваты, в общем-то, в своей вот этой безденежности, потому что нечего было работать на непонятных каких-то работах. Надо было идти в центр занятости, у нас там 247 вакансий открыто, и работать там, где зарплата белая, а не серая. То, что теперь ваши там предприниматели не могут вам эту сразу серую зарплату выплачивать, кто вас за язык дергал? Сами виноваты во всем. Прекрасный человек. Мне кажется, прям замечательный человек. Рустем Авзалов. Сибаю очень повезло с таким мэром. Ну, наверное, каждый Сибай заслуживает своего мэра, да? Перефразируя известную фразу. Хотя мы теперь сейчас тоже будем сибайцев обвинять, да, в том, что у них Авзалов? Ну нет, конечно, это, естественно, все утрировано, но... Вот тот случай, когда лучше бы промолчать муниципальному согласен, главе. но я просто сейчас задумался, а сам ли мэр писал? Сам ли он пишет? Хотя, наверняка, даже если он пишет не сам, то визирует конечную версию, да? Как-то же все-таки нужно почитать. Это же на твоей странице выходит. Не, с какой-то юридической стороны, конечно, он прав. Угу. С юридической стороны. Действительно, так оно и есть. Другое дело, нужно ли было вот эту вот юридическую сторону таким образом высказывать. Да. Но немножко не то время, наверное, когда стоит обвинять людей в том, что они работают у работодателей, которые не оформляют их легально. Да? Вот именно, что те люди, которым сейчас, да всем людям сейчас непросто, и, соответственно, люди ждут какой-то поддержки, человечности и от глав муниципалитетов, и от других представителей власти. Ты знаешь, то тут нужно было подойти просто с человеческой точки зрения. Вот по поводу юридической точки зрения и правильности, да, с одной стороны, да, действительно, вот есть такая ситуация, есть серые зарплаты. С другой стороны, ты стоишь во главе этого муниципалитета, и это в том числе твоя задача прямая делать так, чтобы не было этих серых зарплат, чтобы все трудоустройство было легальным по трудовому кодексу, с оформлением, трудовыми книжками, отчислениями всевозможными, всеми делами. То есть вот это перекладывание с больной головы на здоровую, да, с людей, у которых и так там непонятно, чем завтра детей кормить и сегодня, в общем-то, кредит платить, и ты такой, сам виноват, нечего было. Самое интересное в этой истории, даже не самое интересное, такое, значит, вот как вишенка на тортике, тот факт, что когда жители Сибаи, да и, в общем-то, другие пользователи соцсетей из других городов, я имею в виду, начали писать ему, что «А вы ничего не попутали, уважаемый Рустам?» Не помню, как его по батюшке. Он закрыл комментарий. Он сначала их удалял, он чистил. А потом устал, и рука, банхаммер просто опустился, и закрыли комментарий. Потрясающе. Я не понимаю, как Авзалов до сих пор работает главой муниципалитета Сибайского. Хотя я много чего, конечно, не понимаю в этой жизни в плане того, как у нас работают муниципальные власти, но да ладно. Еще по событиям недели ты писал как раз на этой неделе довольно большой материал про ФЖС. Расскажи, пожалуйста, подробнее, что там происходит. Несколько лет назад фонд жилищного строительства был определен в качестве... Точнее, ему было поручено предоставить квартиры для обманутых дольщиков. ФЖС, напомню, это госпредприятие, да, в формате ГУПа. ФЖС достроил дома в Солнечном. Как я понимаю, если я не ошибаюсь, ФЖС предоставил какое-то количество квартир для обманутых дольщиков того же самого Солнечного, купивших квартиры на так называемых воздушных этажах. Да? Но взамен предприятие не получило полную оплату за предоставленные квартиры.
То есть там сумма затрат или убытков, как это назвать, даже не знаю, превышает, если мне память не изменяет, 1 миллиард рублей, может даже, скорее всего, даже больше. И мне не совсем понятно, почему ГУП не может договориться, собственно говоря, со своим учредителем. И поэтому вынужден судиться в арбитражном суде, пытаться взыскать, вернуть эти деньги. И, кстати говоря, судебная практика там не в пользу ГУПа. Угу. Да, ГУП проиграл иски к Минфину и правительству. Он пытался взыскать миллиард, потом, кажется, там 2,5 миллиарда. И там был третий иск крупный. Предприятие пыталось в счет возврата займов передать республике какую-то там коммунальную инфраструктуру. Но не получилось. Нет, насколько я помню, не получилось. Сейчас они пошли по другому пути. Они пытаются взыскать убытки с бывших руководителей ГУПа. Угу. В частности, с господина Туманина, который руководил ФЖС там несколько лет назад. И, если память не изменяет, в 2016 году он уступил, передал городу, вернул городу Уфе, администрации Уфы, 2 земельных участка в Глумилино. То есть компания их приобретала с торгов. Всего там было 12 участков в конечном счете. И вот из этих 12 участков 2 участка предприятие вернуло городу. При этом на освоение этих участков были потрачены деньги. Там арендная плата, какие-то проектные дела. Угу. И эту сумму предприятию никто не вернул. А сейчас, насколько мы знаем, ФЖС находится в таком состоянии, что может быть признан банкротом. То есть, по крайней мере, заявление подано, но еще там, естественно, оно, если мне память не изменяет, не рассмотрено. Не знаю, чем завершится этот судебный иск. Есть ли у него перспективы? У юристов разное толкование перспектив этого иска. Но это, наверное, последняя попытка каким-то образом вернуть потраченные деньги. Слушай, а по количеству людей, которые пострадали, там есть какие-то данные? Что ты имеешь в виду? Ну, вот люди, которые покупали это жилье, или у них все нормально сейчас? Нет, но ФЖС им квартиры выдал. То есть у них нет... Они, ФЖС достроил Солнечный, несколько домов. И, насколько я помню, ФЖС выдал квартиры в своих жилых комплексах. Ну, то есть они закрыли свои обязательства вот в этом плане. Ну да, ну как это их, это по сути-то и были не их обязательства. Ну да. Ну, слушай, когда они берутся за это, вроде как есть же обязательства все-таки были, но тем не менее они свою часть выполнили, а теперь они пытаются закрыть то, что должны были им. Какую-то часть затрат им возместили. Часть затрат возместили. Часть не возместили. Попытка взыскать с правительства провалилась. Сейчас компания вот действует так, как она действует. Ну, потому что у нас правительство не сильно-то хочет с деньгами расставаться. Оно с удовольствием взыскивает якобы деньги, которые были якобы потрачены кем-то другим, при том, что вроде как все уже доказано в суде, что не было ничего. Но вот когда его самого это касается, конечно, мы кучу всего находим, чтобы не исполнять свои обязательства. Но по срокам, конечно, сложно понять, когда вся эта история закончится, и закончится ли она вообще хоть чем-нибудь. Не, ну закончится, конечно, закончится. Другой вопрос, что сейчас суды работают в условиях самоизоляции, тоже, как и все мы, да? Поэтому изолированы. Дай бог, там летом начнется процесс. Ну, раз мы судебную тему затронули, про процессы я, конечно, не могу не рассказать еще раз. Это, конечно, тоже событие довольно важное на этой неделе произошедшее. Про продолжение дела Айрата Дильмухаметова, но теперь уже не в отношении самого Айрата, а в отношении людей, которые просто хотели помочь его маме. И ФСБ посчитала, что люди, которые переводили маме Айрата Дильмухаметова, это довольно пожилая женщина, которая осталась сейчас без, в общем-то, сына, который ее содержал, который ей помогал. И
просто люди, которые хотели ей помочь, переводили ей деньги, а следователи ФСБ посчитали, что они финансировали деятельность Дильмухаметова и фактически финансировали все вот эти его ужасные преступления и призывы к сепаратизму, терроризму, чего там ему еще вменяют, я уже не помню, у него 5 уголовных дел, я напомню. Обыск прошел у пенсионерки, которая перевела маме Дильмухаметова там какую-то копеечную, совершенно смешную сумму, там что-то 3000 рублей, там 2-3, ну, то есть это один раз ходить в магазин и что-то такое купить на неделю. Что интересно, обыск проводил не один, не 2 друзья сотрудника ФСБ, 10 человек. То есть 6:45 утра. Ты себе спишь спокойно. В твою дверь долбится кто-то. Ты открываешь дверь, а там просто стоит толпа. 7 сотрудников ФСБ. Толпа из 7 сотрудников, да, и полицейского, и они начинают ходить просто по твоей квартире, перебирать абсолютно все твои шкафы, лазать в твоих холодильниках, даже вот что они искали в холодильнике, непонятно. Женщина, естественно, 58-летняя, она не очень понимает, как себя в такой ситуации вести, да и вряд ли мы бы с вами тоже разобрались, как себя в такой ситуации в 6 утра вести. Она подписала все протоколы, которые ей там дали подписать. Теперь она должна ходить на допросы в здание на Крупской, да, в управлении ФСБ по республике. Вот она рассказывает, тут материал об этом есть на ПРОФУ, в общем-то, мы тоже об этом рассказывали, но не могу я обойти эту тему еще раз. Цитата ее есть на сайте ПРОФУ. Муж начал требовать объяснений, ему показали решение суда. Меня увезли в ФСБ на улице Крупской, в кабинете следователя, я попросил телефон, вызвала адвоката. В результате стало известно, что, в общем-то, ее позвали, да, потому что она в 2018 и 2019 году, 2 года назад, перевела маме Дильмухаметову определенную сумму денег. И меня это, естественно, наталкивает на мысль, что она была такая не одна, и что это все продолжится, потому что это, в общем-то, уже не первая история, и мы помним такие же события у других людей, которые также переводили Дильмухаметову или его маме просто какие-то небольшие суммы на жизнь. Не на деятельность Айрата или там не на, конечно же, сепаратизм и откалывание от России и создание чего-то там нового. Но у ФСБ своя какая-то классная логика, и теперь вот мы будем таким вот образом запугивать взрослых женщин, которые просто хотели помочь. Как дальше дело Дильмухаметова пойдет, тоже непонятно. Его должны были увезти в Самару на суд. Пока тоже не очень ясно, как это все будет, потому что карантин и самоизоляция, и коронавирус. Его не этапировали до сих пор, да? Слушай, по-моему, до сих пор его нет. Его должны были, кажется, еще на прошлой неделе да, этапировать. Да, но на той неделе что, точно не было, а на этой неделе тоже никаких обновлений пока не было. Но, наверное, все-таки это случится. 17 числа должен был быть суд. Но пока, наверное, это все тоже в режиме изоляции. Но ему последний раз продлили чуть ли не до сентября опять арест, и он находится еще здесь, в Башкирии. Что еще было из событий на этой неделе важных, о которых нужно рассказать? О чем «Коммерсант» писал, о чем «Коммерсант» работал? Буквально сегодня вышла статья, которая касается заключения соглашения о передаче в концессию электрического хозяйства в городе Стерлитамак и в Ишимбайском районе. Так. В прошлом году в республике обсуждалась концепция консолидации электросетевых активов в республике, которые находятся в муниципальной собственности, да, в единую организацию. Но, судя по всему, от этой идеи либо отказались, либо ее приостановили, поставили на паузу. И в начале апреля депутаты Ишимбайского района уполномочили местную администрацию рассмотреть поступившее предложение о передаче электросетевого хозяйства в концессию. И, если не ошибаюсь, 13 апреля примерно такое же решение было принято депутатами Стерлитамака. Есть какие-то подробности этой концессии? Что они предполагают? Да, есть компания из Подмосковья. Название я Ой, сейчас как неожиданно. тебе прямо сейчас не скажу, потому что нужно сейчас найти. Оно длинное, я забыл.
Какой-нибудь еще из Красногорска, наверное, из того Подмосковья. Из какого надо Подмосковья? Или нет? Красногорск там тоже присутствует. Ну, кто бы сомневался, то что сейчас ты у себя пытаешься город, искать. да, я пытаюсь найти. Хороший город. Да, компания «Автоматизация системы технологий». Угу. Она зарегистрирована в Балашихе, но собирается перерегистрироваться в Башкирию, чтобы платить здесь налоги, как мне сказали. Вот она направила и ишимбайским властям районным, и администрации Стерлитамака, да, предложение о том, чтобы взять электросети, электрохозяйство в концессию на 50 лет. По Стерлитамаку мы детали не знаем, потому что местные власти пока не объявили торги. То есть по закону они должны объявить торги, сказать: ребята, вот у нас есть предложение, кто хочет тоже поучаствовать, давайте предлагайте свои варианты. Да? Ишимбайские власти объявили уже торги, там 22 мая, до 21 мая прием заявок, 22 мая подведение итогов. Насколько мне известно, башкирская электросетевая компания собирается принять участие в торгах по Ишимбаю. Ну и когда объявят торги по Стерлитамаку, они тоже хотят заявиться. Классная просто фраза, я сейчас открыла этот материал. Глава администрации Ишимбайского района выгоды от передачи сетей в концессию комментировать отказался, посоветовав направить вопросы в его пресс-службу. Чего пристали, не знаю. Ничего не знаю, не хочу ничего комментировать. Мне больше, знаешь, больше запомнился диалог с главой Стерлитамака. Так, что же сказал Владимир Иванович? Но он сказал, что якобы никаких предложений не поступало, и депутаты местного совета приняли решение о рассмотрении конституционных соглашений на перспективу. Что сейчас вот в стране... Кризис? Нет. В стране, скажем так, бум перехода с заключения конституционных соглашений, и местные депутаты... И нам тоже да, надо. на перспективу просто работали. Он еще был удивлен, откуда у меня его сотовый номер. Владимир Иванович, это вообще не секрет, слушайте. Вот честное слово. И он еще спросил, как же он спросил, боюсь соврать, но что-то примерно: я же вам не разрешал мне звонить. Я говорю: господин Куликов, но закон не запрещает звонить главной администрации. Он говорит: в принципе, да. И продолжил диалог. Неловко получилось. Да. Слушай, я недавно, кстати, видела Куликова совершенно случайно. Мы столкнулись с ним в Кумпане на Ленина. Я говорю: давайте-ка вы придете к нам на эфир. Что же вы от меня бегаете-то? Я просто очень много раз уже письма писала в Стерлитамакскую администрацию, чтобы Куликова пригласить на персонально ваш. И письма терялись. Ну, или не доходили до него, или доходили, но, в общем-то, ответ мне не поступал. И он такой: да, конечно, ну, наверное, теперь уже там, это март, может быть, был, или февраль, я не помню. Ну, давай вот уже вот потом. И вот как бы начался этот коронавирус, и теперь снова ты на суше, я на море, никак мы не встретимся. Очень хотелось бы, конечно, чтобы Куликов приехал к нам на эфир, но что-то пока, видимо, боятся. Да, я бы хотел еще отметить, там в конце статьи есть комментарий Алексея Изотова, бывшего мэра Стерлитамака, депутата Государственной Думы России, который категорически против передачи сетей в частные руки. Ну, потому что он считает, что если сети передать в частные руки, то администрация не сможет контролировать деятельность предприятия. Ага. Не то, что контролировать деятельность предприятия, а контролировать работоспособность электрохозяйства. Ты не помнишь, кто сейчас возглавляет Стерлитамакские электросети? Что-то мне подсказывает, что там есть какое-то... Ой, фамилию сейчас тебе не скажу, я пытался... Какая-то зависимость с мэрией, но я могу сейчас соврать. Это было, Нет, конечно... это МУП, естественно, там зависимость. Да. Нет, я имею в виду именно по человеку. Ну да ладно, сейчас мы не будем гадать. Не хочется... Что? Крупинов. Да, Крупинов. Ага, окей. Ну, ладно, будем ждать, что скажут дальше. Возможно, действительно есть какая-то выгода, которую мы пока не видим. Они сейчас обсуждают. Это очень важное занятие для депутатов — обсуждать соглашение. Не, депутаты уже дали добро, но они тоже дали добро с оговоркой. Они дали добро на иных условиях. То есть компания из Балашихи предложила какие-то свои условия. Депутаты этот проект соглашения рассмотрели, но дали мэрии задание рассмотреть соглашение на иных условиях. Уйдем сейчас на новости, после продолжим.
Москве 13 часов 30 минут. Добрый день. В студии Ирина Меркулова. Краткий выпуск новостей в эфире «Эхо». Московские власти не видят предпосылок для смягчения ограничительных мер в Москве на майские праздники. Ежедневно количество заболевших увеличивается, пояснил министр столичного правительства, начальник Главного контрольного управления Евгений Данчиков. Ранее «Коммерсант» сообщал, что Президентский совет по правам человека обсуждает возможность введения в Москве так называемого «зеленого пропуска». Он позволит людям на законных основаниях гулять в парках и выезжать на картошку во время майских праздников. В России за последние сутки выявлено 5849 новых случаев коронавирусной инфекции в 82 регионах. Общее число инфицированных более 68,5 тысяч человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом. Больше всего новых случаев в Москве, почти 3000. По официальным данным, с начала эпидемии в России от коронавируса умерли 615 человек, выздоровели более 5500. Врачи китайского Уханя, где впервые зафиксирована вспышка коронавируса, вылечили последнего пациента, у которого заболевание протекало в тяжелой форме. Об этом объявил представитель Государственного комитета по вопросам здравоохранения Ми Фэй. По данным комитета, на данный момент в больницах остается 47 инфицированных, при этом в провинции не выявлено новых случаев заражения в последние 20 дней. Фонд национального благосостояния России может быть исчерпан за 2 года при цене российской нефти Юралс $15 за баррель, считают экономисты Deutsche Bank. По их оценкам, в марте в ликвидной части ФНБ было $150 миллиардов, однако она должна снизиться до 120 миллиардов в связи с тем, что правительство выкупило долю Сбербанка у ЦБ. Сейчас российская нефть стоит около $12 за баррель, отмечает РБК. Сумма иска инвесторов к московской бирже из-за отрицательных цен на американскую нефть WTI может составить 1 миллиард рублей, сообщили ТАСС в юридической компании Milton Legal. К иску планирует присоединиться еще более 150 инвесторов. Данные будут оперативно обновляться по мере подключения новых истцов, добавили юристы. Президент Путин утвердил 3 сентября как дату окончания Второй мировой войны. Подписан и опубликован соответствующий закон. В середине апреля законопроект о переносе памятной даты приняла Госдума. Авторы документа ссылались на указ Президиума Верховного Совета СССР, в котором 3 сентября объявлялось праздником Победы над Японией и Днем всенародного торжества. Также в пояснительной записке авторы указывали на то, что в Китае День Победы в войне с Японией также отмечается 3 сентября. Против переноса памятной даты выступал Совет по правам человека при президенте и комитет матери Беслана. Они указывали на то, что в России 3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом и День памяти жертв Бесланского теракта. Центробанк снизил ключевую ставку до 5,5%. Это срочные сообщения, которые сейчас приходят по каналам информационных агентств. В Москве в ближайшие сутки облачно и небольшой дождь. Завтра днем до плюс 10 градусов. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы». Говорят, человек должен посадить дерево, построить дом, воспитать сына. Разумеется, не обойтись без поддержки, знаний и, конечно, финансов. Все просто. Чтобы легко финансировать, нужно верно инвестировать. Финам. Инвестируй грамотно. Брокерские услуги оказывает АО «Финам». Представитель АО «Финам» в городе Уфа, ООО «Финам-2». Цюрюхы 75. Телефон 216 11 22. Доходность не гарантируется. Кризис привел к росту доллара и стоимости строительства. Одни застройщики отказываются от импортных материалов, другие повышают цены на жилье. Но не мы. Жилой комплекс «Умный дом» на Злобина уже построен. Остались последние квартиры. Идет отделка качественными материалами импортных брендов: ламинат Эггер, кондиционеры Балу, радиаторы Пурмо, лифты Отис с дизайном от студии Porsche. Успей купить последние квартиры по старым ценам. Звони сегодня. 280 10 280 10. Застройщик ООО ИСК «Стройфедерация». Проектная декларация на сайте стройфед.ру. Уважаемые жители Республики Башкортостан, в период самоизоляции оставайтесь дома. Берегите здоровье ваших близких. Благотворительный фонд «Реафонд». Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. «Эхо Москвы» в Уфе и представительство Всемирного конгресса татар в Башкортостане представляют рубрику «Говорим по-татарски». Сад. Бокша. Автобус в сад. Бокшага автобус.
автобус в сад. Бокшага автобус. В Башкирии автобусы в сады начнут ездить по выходным. Башкортостанда бакчаларга автобуслар ял көннәрендә йөри башлый. В Башкирии автобусы в сады начнут ездить по выходным. Башкортостанда бакчаларга автобуслар ял көннәрендә йөри башлый. Эхо Москвы в Уфе и представительство Всемирного конгресса татар в Башкортостане представляют рубрику «Говорим по-татарски». Радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе представляет программу «Редколлегия». Главные новости из жизни республики разбирают и анализируют журналисты и редакторы уфимских СМИ. Продолжаем программу «Редколлегия». Елена Черкова у микрофона и заместитель главного редактора газеты «Коммерсант». У нас в гостях Булат Баширов. Мы, к сожалению, так и не дождались Равиль Ватолин, шеф-редактор РБК. Ну, да, совещание... Передаем им привет. Да, передаем привет Ладно. РБК. Вот. Но совещания случаются, ладно, у нас работа такая. Я забыла сказать, что мы же в прямом эфире, и вы же нам можете писать. +7 927 304 10 51. Это телефон для ваших смс-ок и сообщений в Телеграм, и трансляция в Ютубе, в Фейсбуке у нас все еще идет. Нас там можно смотреть. Нам тут что-то у нас тут опять немножко висит, но да ладно. Мы начали обсуждать события недели, поговорили про мэра Сибая, поговорили про Айрата Дильмухаметова и ФСБ, которая начинает вызывать на допросы людей, переводивших маме Дильмухаметова деньги, про ФЖС поговорили и про электросети. Мы допустили непростительную, конечно, ошибку в первой части программы. Не Крупинов, руководитель Стерлитамакских электросетей, а Юрий Кузнецов. Вот. Если мне опять память не изменяет. Крупинов был руководителем Стерлитамакских электросетей. В 2015 году он на этом посту сменил Михаила Киреева, который в том же 2015 году ушел заместителем главы администрации, и когда Алексей Изотов, на тот момент глава администрации, уехал в Госдуму, Киреев уехал в Красногорск, откуда потом вернулся министром ЖКХ вместе с Радим Хабировым, и теперь опять куда-то уехал. Где Киреев, кстати, ты не знаешь? Без понятия. Где Киреев? Я вот сейчас сожалею, просто, что не был в свое время в Красногорске, не приехал погостить. А что, зачем? Ну, меня звали погостить, там знакомые были, не из команды Радия Фаритовича. Вот. Почему ты жалеешь? Что ты просто не можешь сейчас в Красногорск съездить? Ну, а смысл? А кому сейчас ехать? Просто посмотреть город. Просто там... Мне кажется, это легендарный город. Ты знаешь, каждый уважающий себя житель Республики Башкортостан, что-то я про Стерлитамак, должен съездить в Красногорск. Это как вот каждый уважающий себя уфимец должен съездить в Питере на определенную улицу и сфотографироваться с памятником Довлатова, которого многие считают уфимским писателем. Вот, так и теперь мы в Красногорске. Почему-то он не уфимский. О, да, люблю такое. Ты знаешь, Максим... Сказал бы сейчас Шамиль Валиев. Сказал бы сейчас Максим Курников. И мы бы поспорили, да. Вот он тоже. Но он тоже у нас считает, что Довлатов писатель уфимский. Ну да ладно. По событиям этой недели у нас тут слушатели наши спрашивают, интересно узнать список предприятий, которые получат помощь от правительства республики. Нам, знаете ли, тоже очень интересно этот список узнать. Честно говоря, мы тоже очень хотим узнать, потому что пока, насколько мы понимаем, помощь не получил еще никто, а если и получил, то это какие-то очень особенные предприятия. Не могу сказать, потому что не знаю. Да, нет у нас пока такой информации, но я надеюсь, что через какое-то время, когда поймут, как эту помощь оказывать, эта информация появится. Результаты эпид-расследования у нас есть. Писали об этом, в общем-то, все, и стоит уже об этом повторить. Как утверждают представители Роспотребнадзора и Минздрава, первый пациент с коронавирусом в РКБ имени Куватова появился в феврале. Как он там появился, пока никто тоже не понимает, но вот, тем не менее, с февраля, оказывается, история началась, что, в общем-то, совершенно не делает никакой чести и достоинства, и уважения руководству РКБ, если там с февраля уже все это было, и в очередной раз доказывает, что Римма Камалова была права, говоря, что руководство просто не предпринимало никаких действий, а история разворачивалась задолго до того, как все вот это вот пошло в СМИ и стало известно. Хочется, конечно, понять, как дальше
все это будет происходить и какие последствия все-таки будут. И будут ли они, потому что многие уже не верят, что будет кто-то наказан, или если все-таки будет, то это не будет какая-нибудь рядовая медсестра, как у нас часто бывает. Но не стоит забывать, что СКР ведет доследственную проверку, да. Но поживем, увидим, что они там найдут. Но, не знаю, у них там вообще есть какое-то обновление? Они ничего не говорили ведь. Последний раз от них была новость только про то, что они начали эту проверку, а как там теперь проходит все? Нет, у них было 2 новости о том, что они начали проверку, потом была реакция на заявление господина Рошаля. Они отреагировали? Конечно. СК? Да. А как они отреагировали? Ой. Ну, тут надо уточнить, что Леонид Рошаль почему-то очень заинтересовался этой историей, и он почему-то на стороне главного врача. Мне кажется, он просто не вник до конца во всю ситуацию. Но продолжает прям бомбить СМИ, продолжает настаивать на том, что нельзя ее травить. Но в этом, кстати, я с ним согласна, травить вообще нельзя людей ни за что, тем более пока ничья вина не доказана, в том числе из-за Сартлановой. Но Рошаль почему-то очень упорен. Чуть не сказала упорот, да простит меня. Он очень, упорно настаивает на том, что, в общем-то, никто там не виноват, и вообще не надо этим всем заниматься, и вообще отстаньте от врачей, пусть они делают свое дело. К врачам никто не пристает, кстати. Ну, почти никто не пристает, потому что сейчас не очень понятная история с врачом клиники БГМУ, которого... Сырчевым, да? Да, который очень интересный, кстати, блог пишет, Евгений Сырчев. Евгений Сырчев. В Фейсбуке, если нашим слушателям интересно, я очень советую найти его и почитать. Евгений Сырчев. В Фейсбуке он каждый день практически пишет о том, как работают врачи, которые непосредственно работают вот в этой вот зоне заражения, так скажем, да, так ее назовем, в красной зоне, или как они там ее называют у себя между собой. Но чистая и красная. Красная — это как раз та, где содержатся люди с коронавирусом. Да. Это, правда, очень интересно, и это очень жуткие фотографии, особенно... Прости, просто момент. Ты сказала, что Сырчев работает в красной зоне. Нет. Или нет? Да. Нет, он там не работает. Не работает. Но по словам господина Павлова... Ага. Руководитель клиники БГМУ. Нет, не руководитель клиники БГМУ, это руководитель БГМУ. БГМУ, не клиники, да. Да, вот этот доктор, он заведует реанимацией. Ага. Он работает главным зав. Отделением анестезиологии, что-то такое там. Угу. Но он работает не в ковид-госпитале, а, ну, скажем так, в кавычках, в обычной больнице. То есть там не вся 6-я больница, бывшее название клиники БГМУ, является ковид-госпиталем. Ну, там одно крыло, да. Но, тем не менее, у него действительно очень интересный блог с фотографиями врачей, которые туда уходят, и с фотографиями врачей, которые выходят оттуда после смены. Вот эти вот мозоли на лицах от масок. Очень, конечно, это все тяжело смотреть. И есть немного фотографий пациентов. Естественно, все лица у них закрыты, особенно пациентов, которые на ИВЛ находятся. Над ними какие-то там коробы сооружают из каких-то непонятных полиэтиленовых пластиковых штуковин, чтобы, видимо, как-то обеззаразить или обезопасить. Я не знаю, но это, правда, очень интересная история. Стоит зайти почитать. Но, естественно, когда кто-то начинает писать изнутри про то, что врачам реально-то тяжело, и врача, посмотрите, в каких условиях вынуждены работать, это кому-то не нравится снаружи. И начались разговоры о том, что врача вообще-то можно за это уволить. Потом начали говорить, что увольнять его, конечно же, не станут, но будут рассматривать на комиссии там чуть ли не по этике. Насколько этично доктору писать в Фейсбуке посты о том, как другие доктора работают в период коронавируса? Я не знаю, почему это вообще могло у кого-то вызвать какое-то недоумение, какое-то недовольство. Мне кажется, это очень правильно, тем более, что я напоминаю, да, мы тут уже почти 2 года говорим о том, что мы очень открытую политику ведем во всей республике, и вообще это все очень хорошо, и Facebook наш друг. Но Павлов мне сказал, что его даже хотят наградить. Доктора. Мы его наградили. Слушай, какое прекрасное переобувание в воздухе. И он будет вести свой блог дальше. Ну, дай бог, чтобы он продолжил работать и действительно вел свой блог дальше. И еще раз я все-таки призываю пойти и почитать. Еще одна тема, которую я бы, конечно, не озаглавила как событие недели, но это довольно важная история, которая стала известна вчера. Олег Галин, член Совета по правам человека, член общественной наблюдательной комиссии, той самой, которая
которая ездит по колониям республики и наблюдает за тем, как там все происходит, у нас в эфире сказал очень удивительную вещь, которая меня, честно говоря, как-то покоробила и вызвала очень большое недоверие. Он сказал, что в одной из колоний республики, в третьей колонии, она в Уфе находится, был бунт. И я первым делом, конечно же, пошла... И бунт якобы был по поводу пыток в колонии. Потом он сказал, что это были не пытки, а попытка перехватить власть от администрации к заключенным, да, как это переход от черной на красную зону, как это у них называется. Ну, или наоборот. Я не сильна в этом теме, ты у нас больше по шансону, наверное, поэтому и шаришь в этом. Что мне интересно, слушайте, почему-то об этом мы вчера впервые узнали от Галина, а нигде этого не было, и если это действительно был какой-то бунт, то обычно на такие истории очень хорошо реагируют правозащитники. Тот же комитет против пыток, например, мог бы совершенно спокойно по этому поводу отреагировать, тем более, что член комитета против пыток Денис Исхаков, он входит в ОНК, республиканское вот этого состава. Я спрашивала у членов комитета против пыток, знают ли они какие-то подробности. Ребята мне сказали, что, возможно, там что-то и было, но это все было совершенно не бунтом, а, ну, может быть, там какой-то рядовой шмон там с ОМОНом. Это бывает в колониях. Ну, если... От этого мы не можем никуда уйти, да, к сожалению, к этому можно по-разному относиться, но это абсолютно такая практика нормальная для ФСИН, для системы ФСИН, когда в колонию, не знаю, заходит отряд космонавтов и избивает заключенных в туалете с матрасами. Такой экскурс, сама как будто, знаешь, чалилась такая на зоне, сейчас расскажу вам все. Но, в общем, так или иначе, да. Почему это все было вот в таком виде подано Олегом Галиным, я не очень понимаю, честно говоря. Это не в том плане, что это действительно важное событие недели, это просто в том плане, как иногда сотрудники или члены тех или иных общественных каких-то организаций или советов преподают свою деятельность. И я не знаю, как-то очень странно все. Я даже не знаю, как это реагировать на это. Ну, то есть, если бы это был действительно бунт, я вот к чему это все веду? Если бы это действительно был какой-то бунт, об этом бы говорили все, да, и об этом бы мы знали уже давно, и как-то, наверное, отреагировал бы ФСИН и пресс-служба ФСИНа, да, и какая-то была бы реакция в других силовых структурах, ничего этого не было, и тут внезапно у нас, оказывается, бунт подавили, какие молодцы. Некоторое недоверие, конечно, такие вот заявления вызывают. Что еще по событиям? Есть что-нибудь добавить? Да, что-то в голову больше ничего не приходит на память. Ну, только один коронавирус вокруг. Ну, к сожалению, да. И мы на той неделе об этом говорили тоже с коллегами в редколлегии, что эта тема теперь с нами очень надолго, да. И, к сожалению, кроме того, что количество подтвержденных диагнозов выросло, и теперь оно там почти к 500 приближается, да, сказать-то больше нечего. Давай тогда к цитатам пойдем. Что у тебя на цитаты недели? Единственная цитата недели. Так. Вы проиграли. Вы проиграли. Да, я тоже ее взяла. Я ее, конечно, взяла чуть по расширенней. Это мы снова возвращаемся к мэру Сибая. Вы совершили большую ошибку, когда согласились на зарплату в конверте. Возможно, тогда вы не понимали, что делаете. Возможно, вы знали, на что идете, и решили рискнуть. Но в любом случае вы проиграли. Класс! Вы просто... Это, не знаю, какой-то этот саундтрек к фильму «Пила». Молодец, красиво все это было. Но заголовок я бы, наверное, тоже взяла. Ваш коммерсантовский, тоже с этой же фразой мэр башкирского Сибая заявил горожанам, потерявшим работу, что они проиграли. Как-то вот... Молодец, хороший человек. Еще один орден нужен. Долго будет вспоминать теперь этим. Да, слушай, вот человек вот прям вошел в историю. Вот ничего не сделал, а вошел в историю. Вот в историю Сибая как минимум точно вошел, и я думаю, что еще ни одно поколение жителей этого города будет добрым словом его вспоминать. Булат, спасибо тебе большое. Будем заканчивать нашу редколлегию. В гостях у нас был, я напомню, заместитель главного редактора газеты «Коммерсант» Булат Баширов. Меня зовут Елена Черкова. Хороших пятниц, выходных. Пока. Никакого секрета. Мы говорим все, что знаешь.